В течение 3 суток после прихода Гитлера к власти происходили вот эти факельные шествия, факельцуги. Они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые души. 30-е и 40-е годы 20 века. Германия. Степану Бандері тричі! Слава! 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 Слава Україні! Виходимо на Хрещатик, нас дуже багато! Второе десятилетие 21 века. Украина. Можно не искать различия. Просто для мене це вже 4-й рік. Лично я уже 4-й год участвую в этом марше. Единственное отличие – в предыдущие годы мы шли с требованием признать воинов УПА, а также организацию украинских националистов борцами за свободу Украины. В этом году они уже в статусе героев. Они признаны государством. Возможно, здесь потомки тех, кто когда-то встречал немецких нацистов хлебом-солью. И их гены не запомнили массовые убийства советских людей, украинцев в том числе. Покачался, и стало легче на душе. В те годы качались действительно в массовом масштабе. Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали. Немало общего. Остались корни, не вырвали их до конца 80 лет назад. Теперь проросли. Москаля, куда меня? Москалей на ветку, то есть вешать русских, призывают эти юные жители, выросшие в мирное время. Хочется надеяться, что говорят они это неосознанно, потому что их прадеды и прабабушки видели зверство фашистов своими глазами. Но, видимо, не успели рассказать об этом ни они, ни дедушки с бабушками, ни родители. Я считаю, что это зараза. С ней надо бороться. Наши деды боролись с ним, теперь приходится нам бороться. Кто-то должен, кто-то дерьмо разгребать. Потому что если мы этот вопрос не решим здесь, это пройдет к нам через 5-5 лет, это будет на Волге происходить. Если мы сейчас эти вопросы не решим. Но приходится нам заниматься вопросом. Мы как бы родом из СССР, и у нас всегда было то, что мы один за всех за одного. То есть Чтобы жена могла спокойно ездить к себе на родину. Таким был мотив пойти добровольцем у 38-летнего младшего сержанта из Казани. В 2014-м, когда на Украине случился переворот, жена была вынуждена уехать с Донбасса в Казань к родственникам. Здесь и познакомились в 2016-м. Как тут все началось, она прям не отлипала от экрана. У нее, ну, прям вот мандраж был, она чувствовала вот это все, то, что все-таки близкие края, ну, всю жизнь прожила. Я не знаю, я то ли заревновал, то ли что, и я говорю, я поехал, короче, и вот, за мной будешь следить. Надо это что-то как-то это все заканчивать, может, получится с моей помощью. Я испугалась, естественно, я не хотела его отпускать, потому что я знаю, что это такое. Я 14-й год там была, вот. Но он все равно, да, сказал, я мужчина, ну, ты должна уважать мой выбор. Я с Донбасса, да, и я понимаю, что если это произойдет, и он понимает, что это произойдет здесь, да, и придет уже сюда, в дом к нам постучаться, то это уже, ну, будет поздно. Поэтому лучше остановить все там. Это то, что оставили после себя антироссийские войска, уходя из Мариуполя.
Тактика выжженной земли применялась 80 лет назад. Последователи тех нацистов используют подобные приемы с особой жестокостью. Люди, жившие в этих домах, были когда-то гражданами Украины и пострадали от военных этой страны. Понятно, что возвращаться сюда они не собирались, потому уничтожали все, что могли, включая дома мирных жителей. Остатки тех, кто считал, что защищает эту землю, а вернее завод «Азовсталь», сдавались в плен. Свою приверженность нацистской идеологии буквально впитали в мозг и в тело. И теперь эта картина возвращает к похожим кадрам 80-летней давности. А вот дальше большая разница в отношении к военнопленным. Вот это бывшие украинские военные, сдавшиеся в плен после долгой осады, их сопротивления. Они прятались за мирными жителями и на заводе «Азовсталь». Следующие кадры не стоит смотреть детям и слабонервным. Это снято уже военными той стороны и их отношение к пленным российским военным. Памятник современным защитникам Отечества встречает каждого, кто въезжает в Луганск. Многие тогда сменили шахтерскую профессию на военную. Многие не вернулись, некоторые уехали, кто-то и не по своей воле. Лисичанск – город в 100 километрах от Луганска. Население его за последние месяцы сократилось более чем в 3 раза, со 110 тысяч примерно до 32 тысяч. Сейчас здесь нет ни света, ни воды, ни отопления. Но люди постепенно возвращаются. Татарстан восстанавливает этот город. Здесь засыпают и просыпаются под звуки разрывов. Они все дальше, но еще слышны и иногда могут быть видны. Бывают замечены беспилотники, потому здесь не рекомендуют, чтобы в одном месте наблюдалось скопление машин. И мы не будем обозначать места съемок. А жители Лисичанска знают, где им помогут, хоть и не всегда понимают, кто именно это делает. Сейчас уже несколько дней потише, а когда мы сюда приехали, было жарко, но все равно старались, готовили. По собственной инициативе едут помогать восстанавливать возвращенные российские территории и официальные власти, и религиозные деятели, и предприниматели. Впрочем, социальное положение не важно. Важно желание помочь. Питьевую воду везут из Луганска за 100 километров. Каждый день. И еду тоже. Мы на сегодняшний день 5000 порций готовим в день. По городу развозим. Население очень благодарное, очень хорошо приняло нас. Цель такая, как бы помочь ближним своим. Россия родина моя, поэтому помогает здорово. Это когда Украина давали пол-литровую баночку риса или пшена и стакан масла на месяц. Все. И полбуханки хлеба через день. А сейчас хорошо, нормально. Приятного аппетита. Следующий. Прийти и получить горячую еду может каждый. Берут для себя и для близких. Это без ограничений. Раз в 2 недели или раз в месяц, в зависимости от прибытия гуманитарных колонн из Татарстана, жители Лисичанска получают и другие продукты по талонам. В городе работают несколько центров гуманитарной помощи. Человеку достаточно было предъявить документы, выписывали талон, он многоразовый, для того, чтобы делать отметки, когда человек последний раз получал. Также у нас здесь на центрах люди получают пленку, получают те же самые буржуйки, которые с приходом холодов стали очень актуальны. Пленка используется вместо оконных стекол, которых не хватает. Постепенно ремонтируются кровли жилых домов и социально значимых объектов. В ремонте нуждаются около 80% жилых домов и полностью жилищно-коммунальная инфраструктура. Уходя, украинские неонацисты уничтожали объекты инфраструктуры. Вот вся потребность, которая здесь есть, а здесь потребность просто всего, это все Республика Татарстан поставляет. Мы на сегодняшний день уже поставили сюда 1100 тонн товаров гуманитарных различной направленности.
Евгений Варакин, в прошлом руководитель аппарата исполкома Казани и префект Старо-Татарской Слободы, теперь представляет Татарстан в Лисичанске. 2 июля город был освобожден. Эта территория досталась нам как субъект, который будет помогать в восстановлении. 17 июля мы сюда заехали на постоянной основе, производим здесь работы. Да, люди уехали, большую часть насильно вывозили в Украину, потому что рассказывали о зверствах, которые должны были быть, если Россия придет. Ну и люди оставались, они нас ждали. Андрей Скорый с 2014 года принимал участие в защите своего края в рядах народной милиции Луганской республики. Ушел туда с должности заместителя директора шахты. Родился в этом городе. Скорее всего, раньше и не знал, где находится Татарстан, а сейчас не устает благодарить. Техника приходит, продукты питания приходят, гуманитарная помощь приходит. То есть техническое оборудование тоже помогает. Занимаемся, работаем вплотную. Спасибо президенту Татарстана. У меня такое впечатление, что вы знакомы уже давно. Поэтому у нас одна страна, одна Родина, одна Россия. И поэтому если только отодвинем фронт, я уверен, мы Лисичанск отстроим будет лучше, потому что до, наверное, 2014 года лет 10 инфраструктура не восстанавливалась. Из всех благ цивилизации пока возобновил работу общественный транспорт на полдня. И 80% жителей снова могут пользоваться газом в доме. Я теперь могу утром греть чайник, а не вставать. А то я встаю в 5:30 утра, начинаю растоплять печку, чтобы нагреть себе кофе сделать. А теперь я сплю до 6:30. Потому что я могу поставить чайник хотя бы нагреть. Ну и готовить, у меня есть духовка. От холода спасает печка, которую не стали в свое время разбирать. Дом, в котором живет семья Ларисы Сподиной, был построен в 1890 году. Выдержал многодневные обстрелы, пока люди прятались в погребе рядом с домом, вместе с породистыми собаками, которых разводит Лариса. Была уничтожена веранда, выбила входную дверь, холодильник пришел в негодность. Вот здесь у нас была воронка, тут прилетела, и в огороде прилетела. Вот, с 4 сторон нас тут. В общем, нас тут пролетело хорошо. Но, к счастью, мы все остались живы. Даже все собаки живы. Постепенно город снова привыкает к мирной жизни, несмотря на отсутствие электричества, тепла и водоснабжения. Социальные объекты обеспечиваются генераторами и тепловыми пушками. 7 мая в Лисичанске не было света, а потом на 2 дня он появился, и с 18 мая его нет по сей день. Вот мы пришли сегодня плюс 3,5 в кабинете, но сейчас где-то там 8. А выходим погреться, если нет пациентов, мы окружаем эти пушки и подогреваемся. А Татарстан вообще помогает, очень большой объем. Я понимаю, что люди отрывают от себя. Такие фуры сюда присылают огромные. Вот смотрим, спасибо огромное. С марта месяца до 7 июля не работала поликлиника. Телефоны осуществляли мы по телефону. Вернее, общение было с мамочками, кто мог дозвониться. А потом с мая месяца связь прервалась, уже не было никакой связи. А с 7 июля мы начали работать. То есть вот здесь будет желтенький, вот здесь желтый. Художественная школа Лисичанска возобновила работу в октябре. Еще нет официального статуса, нет расписания и полноценного штата. И дело это совершенно добровольное. Не за оценками и не за зарплатой сюда идут. Дети тянутся к прекрасному, несмотря на временные трудности. Холодно. Очень. Отопление сделали вообще круто. Очень скучно особо. Что-то дома. И в музыкальной школе снова проводят занятия. От холода спасает печка-буржуйка. Словом, жизнь постепенно возвращается в мирное русло. Мы восстановили работу хлебзавода. На сегодняшний день мы вышли на уровень, что мы можем испекать 700-800 буханок хлеба. Завод, к сожалению, работает пока у нас на пеллетах. Да, тяжело, но потихонечку жизнь налаживается. Зарплаты в городе пока получает очень маленькое количество людей. Но мы движемся в этом направлении. Мы пытаемся сейчас создать рабочие места совместно с местными организациями. Мы пытаемся сделать так, чтобы люди получали деньги, чтобы люди начинали зарабатывать.
И люди надеются, что внешним напоминанием о, мягко говоря, непростом времени останется только этот танк на въезде в столицу Луганской республики. Вот, это все осколочные повреждения, потому что в этой войне воюют только артиллерия, минометы, вот осколки. Да, это все осколки, да, все осколки от обстрелов. Большой удачей считает 52-летний боец добровольческого батальона, что он оказался участником специальной военной операции. Я утром приехал на работу, оставил машину и на такси выехал в военкомат. Почему такое решение принял? Ну, во-первых, это все тлело, длилось с 2014 года, когда смотришь все вот это. Ну, вот эти безобразия, что творится. Когда началась эта операция, специальная военная операция, я уже принял решение вернуться обратно. Потому что у меня здесь и однокашники мои воюют. Вот. Ну и, как говорится, с державой обидно. Поэтому решил поддержать. Тем более применить. Я так понял, что мой опыт пригодится здесь в любом случае. Командир минометной батареи, выпускник Казанского артиллерийского училища, прошел через чеченскую кампанию. Контрактную службу закончил в 2009 году. В этом году решил вернуться. Если сравнивать опыт чеченских действий и здесь на Украине, могу сказать, что это совершенно разная война. Если там артиллерия была только у нас, соответственно, здесь артиллерия есть и у противника, и она такая же эффективная, потому что школа-то одна, советская. А советская школа очень хорошая артиллерийская школа. Весь батальон – одна большая семья. Несмотря на разность характеров и жизненных взглядов, а люди уже зрелые, всегда нужно найти компромисс. В полях, когда вместе живем, едим, грубо говоря, с одного котелка. Также мы с солдатами, офицеры, солдаты, все вместе. Поэтому да, это такой же дает эффект хорошего сплочения, и боевой дух тоже. Армия – это новая жизнь. Что там было, мы как бы чуть-чуть оставили в сторонку, да? Близких не беспокоим, а здесь другая жизнь. В заброшенном лагере своими силами восстановили электро- и водоснабжение, запустили работу столовой. Штатного повара нет, но есть те, кто любит готовить и кормить людей. Еще пару дней назад вместо половника в руках был автомат. Сейчас он тоже рядом, но руки пока в перчатках резиновых, а не тактических. А то, что на кухне мы стоим, там, грубо говоря, с 5 часов утра до 8 вечера, это вообще ерунда. Некоторые приходят там, взрослые мужики, и жалуются, кто ходит в нарядами, которые только мобилизовались. Это все ерунда, ребята. Главное, живы-здоровы. Вон, пацаны приезжают, голодные, холодные, накормили, напоили. Так приятно на душе прям. Мы пришли сюда добровольно. Жалуются ни в коем случае нельзя. Но когда мне сын сказал, до такой степени я с тобой горжусь, в школе у него все спрашивают, как папа, как папа. Младший в садик ходит, у него тоже спрашивают. Это же приятно, приятно. После нескольких месяцев на передовой, в окопах, где нельзя разжечь костер, о таких условиях и не мечтали. Пусть и не очень богатая по сравнению с гражданской жизнью, но все же разнообразие горячих блюд. В основе, конечно, привычная тушенка, но есть варианты ее сочетания. Ну, сегодня вчера было у нас, рассольник был у нас, гречка была. Да, и ячневая каша. Импровизируем. Ну, на столько человек я ни разу не готовил. 12 лет занимался производством мебели в Набережных Челнах. Здесь успел поработать механиком-водителем, но разбита боевая машина. А сгорела она, ночью стояла в лесополосе, мы ее ветками накрыли. Прилетела какая-то штука, кукурузник называется, либо бензопила ее, так ребят называют. Скинула тревога. Ну и загорелась она. А потом через 15 минут взорвалась. Не зацепила. Ребята спали в окопе. Это было 2:30 ночи. Ну, мне кажется, к этому привыкнуть невозможно. С этим может только часть смириться и принять как должное. Потому что, как к этому привыкнуть? Ну, это работа тяжелая, настоящая мужская работа. Необходимая в данный момент. Если люди убегают, они просто самоустраняются. Они не хотят решать проблемы.
это значит и в жизни они также будут, особенно молодежь. Нельзя от проблем убежать, и надо только решать. Иногда решать кардинально. Скажем так, зажмурив глаза, но надо решать. Теперь по этой земле через многокилометровые очереди на контрольный пункт бывшей границы идут гуманитарные колонны, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается. Проезжая по главной улице Мариуполя, видно, что вывески в основном на русском языке. Относительно мирная жизнь восстанавливается. Люди уже без опаски ходят по улице, возвращаются в свои, чудом уцелевшие квартиры в разбитых артиллерией домах. За несколько сотен километров отсюда защищают их от бывших земляков российские бойцы, в том числе добровольцы батальонов Тимир и Алга из Татарстана. А малая родина всегда готова поддержать. Продукты, одежда, предметы гигиены, инструменты, бытовая техника, автомобили, специальная военная техника и оборудование поступают постоянно на один склад, откуда уже малыми партиями по мере необходимости развозятся по местам дислокации батальонов. Специальные грузы формируются по заказу бойцов и командиров, чтобы привезти именно то, что необходимо. Повезло то, что добровольческий отряд был создан в Татарстане и со своими земляками, и удобно, и хорошо, и, соответственно, все друг друга понимают легко. Конечно, выражаю слова поддержки, благодарности за оказываемую помощь, содействие, внимание, за технику дорогостоящую, бронированную, она очень пригождается. И вообще в материальном обеспечении очень хорошо помогает. Пулеметчик из Набережных Челнов имеет опыт участия в боевых действиях. В молодости служил в морской пехоте. Были, говорит, командировки. Здесь с осени. Поначалу было тяжеловато. А потом... сейчас дальше больше уже такая... Скука по дому больше и больше нарастает. А так нормально. Со своими сослуживцами уже подружились, все как родные. Здесь уже большая семья такая. Будет производиться награждение именными часами от президента Республики Татарстан за верность долгу. Прямо на боевых позициях особо отличившимся бойцам особенный знак внимания – часы от президента Татарстана. Старший наводчик минометной батареи из Нижнекамска ушел добровольцем еще в июле, был контужен, вернулся. Особым уважением пользуется за чувство юмора. Семья как отнеслась? Матушка сказала, если умрешь, домой не возвращайся. А унывать это уж, когда в землю ляжем, там подумаем. А пока до этого надо веселиться. Поработали, отдохнули. Так день и проходит, почти как на гражданке, с тем отличием, что земля ближе во всех смыслах. Чем глубже копаешь, тем меньше тебя достанут. А этот боец в гражданской жизни занимался ремонтом автомобилей. Дома ждут жена и 2 детей. Самое основное это у нас то, что НАТО продвигается ближе к нам, к границам России. Они, так сказать, хотят искоренить русское население, в принципе. Поэтому решил таким способом помочь и своим ребятам. И сохранить будущее наших детей. Мы до этого стояли на других позициях. Именно наша рота. Были и прилеты. Мы там стояли на первой линии обороны. Было все. Землянка или блиндаж, в общем, все, что находится в земле, под землей, это в полевых условиях не только жилище, но это самое надежное укрытие от того, что может прилететь сверху. Турист! Живой? Пацаны, там птичка летает, корректируют. Все валим в кусты. Вот сволочи. Уже, по-моему, 5-й прилет мины. Там живут дети, старики, коровы всякие. Выкопать и оборудовать блиндаж можно дня за 3, говорят бойцы. Бывает и так, что только обживешься и надо менять позиции. А поддержка земляков чувствуется везде. От республики большое спасибо. Одели, обули, обеспечили финансово. Так что
Им большая благодарность. Все остальное решаем. Самое главное — слаженность. Если нет слаженности, то сложно какую-то задачу выполнить поставленную. В миру руководитель тендерного отдела. Здесь командир взвода и командир боевой машины. Сначала, да, непривычно, так скажем, страшно, страх всегда присутствует. Но со временем привыкаешь. Иногда даже не засыпаешь, когда нет какого-то обстрела. Уже как-то убаюкивает. Когда лежишь в блиндаже, там, допустим, наши работают, или по нам работают, но уже как бы привычно. По поручению президента Республики Татарстан награждаются наиболее отличившиеся воины часы с дарственной надписью от президента Республики Татарстан за верность долгу. Вот мой сын имеет награду за верность долгу. Командирские часы от президента Татарстана. Мы очень этим довольны, счастливы, что он заслужил такую награду. Молодец. Я горжусь своим сыном. Мама о решении сына пойти добровольцем узнала за пару дней до его отправки и сначала пыталась отговорить. Жена тоже хотела, чтобы он остался дома, но решение мужчины было твердым. Жена отнеслась, конечно, тревожно, но она отнеслась также с пониманием, то, что я, говорит, знаю, говорит, то, что ты здесь, ты отслеживаешь всю информацию, смотришь, что как. Говорит, отговаривать тебя бесполезно. Я приняла его решение, несмотря на то, что это было непросто. Для меня он является идеальным мужчиной. То есть это человек, который хороший семьянин, это человек, которому не безразлично то, что происходит в твоей стране, который не убежал, как многие сделали, хотя я их тоже не осуждаю, у каждого свое мнение. Этот человек — гордость моя. На боевой позиции прибился щенок. Такой знак, что жизнь продолжается, и напоминание о гражданке. Назвали Бэхой в честь боевой машины. Человеческие чувства сохраняются в любой ситуации. И забота о ближнем в крови. Потому он и здесь. Гибель мирных граждан, детей особенно, повлияла. Плюс еще у меня тоже двое пацанов растут. И если этот вопрос не закрыть в ближайшее некоторое время, они могут также участвовать в этой же войне. Не хотелось бы, чтобы они там участвовали, служили, да. Война — это плохо. Строитель, прораб, сменил бытовку на блиндаж, тоже по идейным соображениям. Почему вот приняли такое решение прийти именно добровольцем? Помочь. Все-таки мы рождены еще в Советском Союзе. Это наш долг. Я же горжусь тем, что я родился и живу в России. И, соответственно, я в любой момент должен встать и пойти за Россию. Командир отделения связи. Дома ждут жена и 5 детей. От мамы только скрыл, что решил пойти добровольцем, чтобы не переживала. Потянул беспредел их. То, что мы с детьми сидели, новости смотрели, у меня дети увидели то, что дети страдают. И я понимаю то, что лучше их здесь бить, чем у себя. Бояться тут нечего. Все близкие помогут рядом стоять. Но здесь одна огромная семья просто. Вот. Мы все приехали с Татарстана. Вот, и все считают себя братьями, друзьями. Здесь бойцы и из соседних с Татарстаном регионов. Немало тех, кто прошел еще советскую армейскую подготовку. Среди них заместитель командира взвода обеспечения. Он родом из Одесской области, ныне житель Мариэл. Йошкар-Оле отказали призывать из-за возраста. Я увидел в интернете объявление. Военкомат Советского района города Казани объявляет набор. Позвонил, меня пригласили. Прошел медкомиссию, призвали. Работал в спецназе управления исполнения наказаний Мариэл, прошел через 2 чеченские кампании. Есть с чем сравнивать. Общего очень мало. Вот. Здесь в основном артиллерийские дуэли и ракетные обстрелы, а стрелкового боя здесь вообще не было ни разу. Даже на передовой, когда были, в основном нас с орудий обстреливают, с минометов. Очень много квадрокоптеров работает против нас. Большую помощь от Татарстана получают бойцы и других батальонов российской армии, например, в виде бронеавтомобилей «Ахмат» производства Камского автозавода. Скорость по асфальту больше 100 километров, проверено.
Проходимость в полевых условиях не хуже, чем у другой боевой техники. При этом комфортные условия для десанта и полноценная защита от пуль и осколков. В этом неоднократно убеждался водитель автомобиля специального назначения. Дома был автомехаником. Семье сначала тоже сказал, что уехал в командировку, не уточняя, куда именно. О конкретном месте узнали только через месяц. В молодости срочную службу проходил в Афганистане. Здесь как-то жестче немножко, по-другому. Тут нету стрелковой войны такой, стрелковой, потому что здесь все обстрелы идут просто. Ракетная, минометная война, вот такая. Порой под минометными и артиллерийскими обстрелами приходится оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать раненых. Я работал на скорой 15 лет. То есть для меня вот эти все ситуации нестандартные. То есть я знаю, что нужно необходимо сделать и испытывать. Больше я испытываю это эмоции, те, которые направлены на результат. То есть для меня это чувство удовлетворенности наступает. То есть я вижу то, что своими руками смог помочь максимально. То есть удовлетворенность – это вот своя внутренняя, ее сложно объяснить и передать словами. Я не считаю это за подвиг, я считаю это за то, что я могу. Я знал, куда я шел, и знал, для чего я шел. Ты сидишь в окопе, кричат, нужна помощь, ты встаешь, несмотря на то, что слышны взрывы, которые то же самое минометный обстрел, рядом прилетают снаряды. И ты не думаешь о том, о своей жизни, ты думаешь о чужой, и ты бежишь туда, погружаешься в окопы максимально. То есть следующий этап в голове у меня – первая помощь, оказание помощи, а второй этап – это эвакуация. Он находится на передних рубежах специальной военной операции на Украине. Он как бы военный медик, и он там собирается с поля боя всех военных, которые получили ранения. И, несмотря на свою жизнь, спасает остальных. Вот, дисциплинированный, сильный, умный также. Сын учится в Суворовском училище. Военных в семье до этого не было, но чувство патриотизма впитывалось с детства. Мы с Суворовским коллективом поддерживаем российскую армию и желаем им, чтобы они поскорее выполнили свою боевую задачу и вернулись домой целыми и невредимыми. Не бояться, перебороть страх, призывает командир медицинского взвода всех бойцов. Страх может наделать глупости и привести к необратимым последствиям, уверен он. Я горжусь, что я могу жить в этой стране и могу реализовываться как человек. Почему победим? Почему победим, да. У нас все для этого есть. У нас есть дух, мужской дух, который не склонен, непоколебим. Мы все это можем делать. У нас довольно-таки сильный состав лично. И поэтому у нас все для этого есть. Еще раз напомним, почему эти люди добровольно оставили свои дома, семьи, свой бизнес, руководящие должности. Мы заметили, что среди добровольцев в основном взрослые, состоявшиеся мужчины, получившие советское патриотическое воспитание. Их деды, прадеды рассказывали им про Великую Отечественную войну, отголоски которой слышны до сих пор на этой земле. Здесь последние 8 лет дети получали другое воспитание. Для них слово «патриотизм» имеет совершенно другое значение. В самом начале нашего фильма мы видели плоды этого воспитания. И еще один небольшой, но существенный штрих для понимания того, почему эти бойцы здесь. Вот светильник ручной работы в одном из брошенных домов. На первый взгляд ничем не примечателен, но, если присмотреться, здесь по всему периметру вырезана свастика. Хозяин дома сбежал еще в 2014-м. А там, где сейчас российская армия, местные жители уже готовятся к весенне-полевым работам. По этим полям должны ездить тракторы и комбайны, а не танки. И смотрят городские жители с надеждой на мирное будущее, без факельных шествий, свастики, скачек на площадях и стрельбы. С надеждой, что жить будут в теплых и светлых домах, без страха потерять их в считанные секунды. У нас семьи есть, мы ради них все сделаем. Страна, мы так воспитаны, чтобы побеждать. Можем чуть-чуть отступить, но победим по-любому.
Нет, среди нас очень много патриотов. Да? Да, я с ребятами общался. Они за родину, как бы, они с конкретной целью пришли сюда. Ну, потому что другого варианта нет. Россия всегда побеждает. И нас не трогают, мы никого не трогаем. Если к нам угрожают, соответственно, мы отвечаем соответственно. Наполеон к нам всю Европу приводил. Где сейчас Наполеон? Гитлер приводил всю Европу. Тоже где он сейчас? Сейчас американцы решили всю Европу, всю Америку привезти. Ну, сами увидят, где они будут. Отсюда с орденом, блин, приехать, блин, и гордиться, чтобы мои внуки и дети рассказывали. Как я вот про своего деда говорил, я горжусь. Я хочу, чтобы мои тоже внуки, дети гордились. Наша страна, она просто есть. Ее надо любить, как маму, как папу. Так, наши же деды тоже не выбирали, когда уходили на войну. Была проблема. Вставали и шли. Никто же не плакал, никто не убегал. Они просто, скажем так, зажмурили глаза, шли вперед. И решали проблемы, решали задачи. Тогда тоже было страшно. Очень было страшно. Но победили. Ну, я думаю, что у нас армия сильнее все равно. Победа за нами. В любом случае мы победим. Потому что за нами вера, за нами сила, за нами правда. А по-другому нельзя, наверное. По-другому нельзя. Наших бьют. Только победа, только вперед. Из этого никак. Там, где мы, там победа. В минуты тишины мысли у костра примерно одинаковые у всех. Чтобы сверху не падало, чтобы быстрее сделать то, для чего сюда пришли, и с победой вернуться домой. А еще о том, что приготовить на обед, когда будет полевая и передвижная баня, и, конечно же, о тех, кто ждет дома. А в Татарстане их ждут, даже те, кто не знает лично. Ребята из лицея, из Казанского лицея «Ресурс» написали специально письма, когда узнали, что мы едем сюда. Подарок получили, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мой папа герой, я тебя люблю. Да, я горд своим папой, потому что он смелый, пошел на войну, не как некоторые ушли куда-нибудь там в другие города. Мы ждем папу, мы очень сильно его любим и поскорее хотим, чтобы он пришел.